Фестиваль Рудольфа Нуреева в самом разгаре. На гала-концерт, посвященный великому танцору, приехали артисты балета из лучших театров страны. На сцене выступил и исполнитель роли Нуреева в фильме «Белый ворон» Олег Ивенко. В числе зрителей – личный ассистент Рудольфа Хаметовича. Что увидели гости фестиваля, расскажет Галина Заводникова. Журавлиной песнью открылся концерт «Гала Нуреев». Именно этот балет когда-то настолько поразил юного Рудольфа, что он решил навсегда связать свою жизнь с танцем. На сцене лучшие артисты страны. Они представляют хореографические номера, связанные с репертуаром Нуреева. В этих партиях когда-то блистал он сам. Нуреев – это легендарный танцовщик и для всех артистов является таким примером сумасшедшей любви к танцу, фанатичным просто каким-то огнем. Вот, поэтому большая честь танцевать на фестивале, посвященный такой личности. Нуреев, как никто другой, любил эксперименты. Исполнитель его роли в фильме «Белый ворон» Рейфа Файнса Олег Ивенко представил экспрессивный танец «Путник», поставленный казанским хореографом Марселем Нуриевым. Каждый зритель, он разный, и каждый театр, он разный, у каждого своя энергетика, своя особенность. И я сюда приезжаю уже второй раз, очень приятный театр, с таким ощущением, знаете, того века, когда здесь был он. На один вечер вернулась на родную сцену и Ирина Сапожникова, которая училась в хореографическом колледже имени Нуреева и 6 лет танцевала в Башкирском оперном. Сейчас вместе с супругом Канатом Надырбеком она выступает на приморской сцене Мариинского театра. Волнение бешеное, как всегда. Но перед любым выходом на сцену я волнуюсь. Но здесь еще особый трепет и ощущение праздника, потому что я очень редко возвращаюсь, к сожалению, танцевать на родной сцене. И для меня это всегда праздник. Свой большой творческий путь Нуреев начинал в этом театре, и все гости фестиваля отмечают особую атмосферу, царящую здесь. В Башкирском театре оперы и балета всегда открыт музей Рудольфа Нуреева. Здесь представлены его личные вещи, афиши, спектакли и костюмы, в которых он выступал. В день гала-концерта, посвященного великому танцору, здесь открылась еще и выставка французской фотохудожницы Фран Сент-Ливье. На всех снимках неистовый Рудольф. Веселый и печальный, сердитый и смешной, но в каждой роли неизменно было одно – он полностью отдавал себя танцу. Приглашенный гость фестиваля, личный ассистент Рудольфа Нуреева Луиджи Пиньотти, более 20 лет проработавший бок о бок с великим танцором, рассказал, что тот часто вспоминал семью, с которой был разлучен из-за приговора за измену родине, и города, в которых жил и работал – Уфу и Ленинград. Он был очень романтичным, очень мечтательным, но когда я видела его постановки, я не могу сказать, что это только эта часть, как бы он включал в себя. Он был очень любопытным, он жаждущим был до знания, он хотел знать все и все вытащить отовсюду. «По-настоящему я жил только на сцене», – говорил Нуреев, а фестиваль его имени продолжается. Впереди еще несколько спектаклей и завершающий концерт – «Гала Григорович». Галина Заводникова, Рамзель Мигранов, Россия, культура, Башкортостан.